Губящая алчность, беспринципная трусость, шокирующее вероломство, безответная любовь и пылкая страсть. Одновременно буря таких эмоций может окружать только в одном случае, если мы смотрим фильм или спектакль. Это зрелище нас притягивает и поглощает. Но разве вы ни разу не задумывались, как устроен мир по ту сторону сцены? Кто и как примеряет на себя образы, чтобы брать за живое и будоражить воображение публики? В эфире проект «Без масок». В своем новом здании казахский театр драмы имени Ильяса Омарова воплотил на сцене нелегкую судьбу и насыщенную жизнь народной поэтессы Мариам Хакимжановой. Уже третий год спектакль «Мариам и Ильяс» собирает полные залы. Вы выступаете не только режиссером, но и автором пьесы. Расскажите, как шла работа над сценарием, над материалом? В этой сфере я уже 15 лет. Сейчас в 12 театрах Казахстана существуют спектакли по моим пьесам. Среди них есть и драмы, и комедии. В основном это исторические произведения. В этой постановке я решил рассказать о судьбе Мариам Хакимжановой. Она прожила 90 лет и стала свидетелем того, что происходило в прошлом веке. Сәкен сотталып, Мағжан атылған соң, бұл қазақта енді кім қалды? Кім қалды? Вы воплотили на сцене множество образов, но вот роль Мариам какое значение имеет для вашей карьеры? Енді 45-50 жыл сахнада жұмыс жасағандықтан. Я на сцене 45 лет. За это время воплотила множество образов из мировой, русской и казахской классики. Мариам Хакимжановна поэтесса. Ее все знают, а потому, конечно, ее сыграть непросто. Она в жизни многим помогла. Была знакома и вращалась в обществе Беймбета Майлина, Сакена Сейфуллина, Ильяса Омарова, Алмы Оразбаевой. А каково вообще инсценировать события, особенно на достаточно бедном архивном материале? Возможно, что-то приходилось домысливать или дописывать какие-то диалоги? Театрдың бір жақсысы өзі бір тірі организм ғой. Действительно, пьеса написана на основе реальных исторических событий, с которыми не все знакомы. Спектакль готовился 2-3 месяца, и мы долго собирали материалы, пользуясь архивами. И все же нам удалось собрать массу очень интересных фактов. Оставался вопрос, как их подать. Сегодня мы часто жалуемся на то, что зрители не приходят в театр. Почему? Потому что используются старые методики, приемы. Актеры просто выходят на сцену, декорации не меняются, и это быстро надоедает публике. Современная режиссура должна искать новые формы. К тому же зрители, в том числе и критики, часто ищут изъяны в подаче исторического материала, опровергая увиденное на сцене и говоря, что на самом деле такого не было. Но ведь это искусство, творчество. Бывает, что мы дополняем сюжет какими-то нюансами и деталями, чтобы он стал более интересным. Из окружения Мариам Хакимжановой, каких личностей вы выбрали для пьесы, о ком вы рассказываете в постановке? Во-первых, это Ильяс Омаров. Это земляк Мариам, а также ее соратник. Таланттар таланып, өнер өлмесін. Өнер құрбаны мен болай. Жалпы Ильяс Омаров туралы. Об Ильясе Омарове написано 2 пьесы. Автор первой — наш земляк Акылбек Шахметов. А второе произведение написали Султанали Балгабаев и Ирсаин Толеубаев. В этом произведении Ильяс Омаров лишь эпизодический персонаж. Енді бір адам бар, ол Алма Оразбаева. Еще есть Алма Оразбаева. У нее была тяжелая судьба, и я нашел некоторые факты из ее жизни в архиве, а также в рукописях Мариам Хакимжановой. Бүгінде көсем көп, басшы жоқ, бағыт жоқ, тек алдау. Менің кейіпкерім ең бастысы мен үшін гендерлік саясаттың үлгісі деп ойлаймын. В первую очередь моя героиня – это пример человека, который боролся за гендерное равенство. Алма Оразбаева хотела, чтобы женщины имели те же права, что и мужчины.
қайратын ұштаған. Бұл кісінің жаңағы күйеуі орыс азаматы болған. Самый тяжелый случай в ее жизни связан с мужем. Его у Алмы отбила ее же младшая сестра. Уразбаева этого не вынесла и попала в психбольницу. Ее лечили в Шымкенте, а после отправили на машине в родные края в Уральск. По пути Алма выпрыгнула из автомобиля, а позже скончалась. Еще один персонаж — Зияш Калауа, Анас Кентау. Бұл кісі енді Кентаудың қызы. сонда шындық айтқандар қашанда жау ма? Ну, во-первых, это молодая поэтесса Зияш Калауа. Она приехала с деревни. Она в спектакле, как я ее показала, она очень обезбашенная, она очень открытая, она очень любвеобильная, справедливая, честная. Она искала того человека, кто сможет дать ей, как сказать, вот, опор, да, вот, чтобы она вышла. То есть это молодая поэтесса, которая требовалась вот, в чем-то понимании. Как бы для нее она должна была быть наставником. И я думаю, что Мариам Хакимжановна, она притягивала своей добротой, своей открытостью, своей справедливостью также. У нее было очень много друзей, да, и которые ее любили, уважали, ценили. Но мы, скажу, с режиссером долго искали этот образ. Почему? Потому что все-таки Зияш Калауа, ну, то есть в архивах мы не знаем, какая она, видео от нее не осталось. И с помощью режиссер мне очень помогал в этом деле. Знаете, мы брали образ такой с вот деревень, вот девушек, да, которых живущих там, они все равно отличаются, да, вот от городских жителей. И то есть их движение, их мимика, их пластика совершенно отличается. В тот случай, когда я пошла именно вот на рынок и смотрю, думаю, как же вот все-таки базарные бабки, как говорится, разговаривают, общаются. И это очень помогло. Неге сағынбасын деп едім? Міне, апа, әзір. Айран. Аймақ. Міне, апа, ауылдың нағыз дәмі. Апа, алдымен иске барып жейміз. Почему постановка названа «Мариам и Ильяс», хотя речь идет больше о судьбах трех женщин — Алмы, Мариям, Зияш? Енді атауын басқаша да беруге болады енді. Конечно, назвать можно было бы иначе. Если кто-то другой возьмет мою пьесу, может так и случиться. Тут важнее, что все же получилось создать спектакль, рассказывающий о нелегких судьбах женщин. Об этом очень мало писалось. К примеру, в этой пьесе у Мариам есть такая реплика: «На войне запомнили только 2 казашек», хотя на самом деле там участвовало 3800 наших девушек. В каждом регионе Казахстана есть свой именитый земляк. Да. И о нем складывают песни, создают спектакли. Мариам Хакимжанова, она дорога кустанайцам. Как ее историю принимают в других районах, в других городах? Қай театрға алып барсың да? Знаете, на самом деле, куда бы мы ни везли эту постановку, ее принимают везде. Многие знают и Мариам Хакимжанову, и Ильяса Умарова. В очередном сезоне чем порадуете кустанайскую публику? В этом году мы планируем поставить «Короля Лира», спектакль «Кунанбай», а также постановку о Жуманбае Ташенове. Есть и другие задумки, но все решит худсовет.